Ызыл ил. Ярыл отмет. Хидар ош халаслет. Ямоля ил армяхай ош. 4 дня, как прошло 29 июня, однако по сей день он напоминает о себе следами на зданиях, смытыми дорогами и грязью в домах и в подвалах, порой кажущейся просто бесконечной. Абукар Картоев после стихии потерял многочисленное имущество, не только домашнее, но и предназначенное на продажу. Пчелосемьи, посаженные овощи, уничтожено все подсобное хозяйство. О силе пронесшейся стихии можно судить по этому грузовику. С Грузии и вот они сидят, ждат этих. Мотор мучабал, мост мучабал, сам хожатис. Ханстяник цан дагу ног осталдеш бахтереш. И сутками усхампеш, сутками. Ермисел колдул бахкеш, тоцан и ног осталдеш. Ацбуш усханып. Хака алхамдулш да царя. МЧС. Валла МЧС. Игламыз дяш хантят хон откачивать деш. Тоцан бяхкапеш. В тот день выпало 2/3 месячных осадков. Тем самым за короткий промежуток времени был побит абсолютный рекорд. Наряду с Ингушетией пострадали в республике Дагестан, Осетия, да и на всем юге России. Эпицентр стихии в Икажево пришелся на улицу Бекова. Это самая низменная часть села. По предварительным данным, в результате наводнения пострадало более 70 домовладений. Большинство из них уже полностью освобождены от воды. Помогают жителям бригады рабочих, волонтеров и техника. Рабочий день для оперативного штаба по ликвидации последствий начинается не в 9, а на час раньше, чтобы успеть как можно быстрее вернуть жителей села к прежней спокойной жизни. Глава республики также дал поручение до 6 июня выплатить единовременную компенсацию всем пострадавшим. Граждане обращаются, значит, здесь же им оказывается помощь в подготовке необходимого пакета документов для получения предусмотренных им выплат в связи с повреждением имущества. Штаб расположился во второй школе Икажева на той самой улице Бекова. Жители села здесь же могут получить всю необходимую информацию, сделать копии документов и сдать их, не теряя времени. Им нужно предоставить справку о составе семьи, ксерокопии паспортов и документы на дом. Полностью Последствия этой чрезвычайной ситуации будут устранены в ближайшее время. Чтобы полностью исключить угрозу повторения подобного ЧС, правительством предпринимается целый комплекс предупреждающих мер. Залина Могушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24.